В этом разделе публикуются 7 материалов, написанных Львом Николаевичем Гумилевым между 1960 и 1972 годами. У внимательного читателя может создаться впечатление повтора некоторых мыслей и даже фрагментов текста, кочующих из одной статьи в другую. Это впечатление верное, но внешнее. Углубляя тему, автор сохраняет некоторые ранние опорные мысли и выражения. Между первой и последней работой о Тибете лежат 15 лет. За эти годы автором было написано многое по истории России, Монголии, Китая. Была создана концепция этногенеза. Но Тибет оставался тем экспериментальным научным пространством, в котором он опробовал свои новые построения по этнологии и исторической географии. Часть 2. Работы по истории Тибета. Величие и падение древнего Тибета. Развитие древних государственных образований в Азии с одной стороны подчинено общей закономерности становления классового общества, с другой имеет свои специфические особенности. Чтобы понять соотношение между этими сторонами, чтобы отделить общее от частного, целесообразнее всего применить метод исторического исследования. То есть в хронологической последовательности проследить ход событий от возникновения культурной традиции до ее конца, под тем или иным углом зрения. Поставленная нами проблема формулируется так: почему бедное в природном отношении Тибетское Нагорье оказалось в состоянии вскормить народ, выступивший, несмотря на свою немногочисленность, претендентом на роль гегемона Срединной Азии, и почему эта попытка стать гегемоном не удалась? Для ответа необходимо обратиться к светской политической истории Тибета, а поскольку таковая в историографии отсутствует, написать ее, и тем самым получить решение, подсказанное самими фактами. В отличие от наших предшественников, мы положили в основу угла зрения не судьбу буддийской общины, проникшей в дикую страну, а закономерность развивающегося племени, подвергшегося культурному влиянию со стороны просвещенных соседей. Изменив таким образом аспект освещения событий, мы получили целостную картину, цепь событий в их связи и последовательности. Именно установление причинно-следственной связи подсказывает ответ на поставленную проблему с четкостью, которая исключает необходимость в дополнительных формулировках и сентенциях на общеисторические темы. Организованный материал говорит сам за себя. Обитатели Тибета. Обширное Тибетское Нагорье, отделенное от окружающих низменностей высокими хребтами Кунь-Лунем с севера и Гималаями с юга, посередине разделено Трансгималайским хребтом, представляющим естественный рубеж между сухими степями северного плато и живописными речными долинами реки Цангпо Брахмапутры и ее притоков. Высокогорная равнина, примыкающая с юга к Кунь-Луню, пустыня, ненаселенная и по наше время. Южнее по склонам горных хребтов идут травянистые степи, где возможно овцеводство, а еще южнее по берегам рек издавна бытовало земледелие. Северная пустыня и Гималайский хребет преграждают доступ в Тибет с севера и с юга. Поэтому Тибет заселялся с запада и востока. На западе, в верховьях Инда, с незапамятных времен создавали свои поселения земледельческие племена – моны и дарды.
По расе, языку и культуре эти племена были близки к народам северо-западной Индии и Памира. В V-VI веках Дардистан входил в состав державы эфталитов, а после ее разгрома получил самостоятельность. Политического объединения у дардов и монов не возникло. Они делились на множество мелких княжеств, независимых друг от друга. Вследствие примитивности их организации они не могли оспаривать первенство у продвигавшихся с востока предков тибетцев. На западной границе Китая в современных провинциях Шэньси и Ганьсу жили бок о бок два разных народа. Монголоидные пастухи-кяны, народ тибетской группы, и земледельцы-жуны. Хотя древние китайские авторы, очевидно, метафорически называли тибетцев западными жунами, это были два разных народа в древности, говоривших на разных языках. Однако смешанные браки и общая судьба, определявшаяся совместной борьбой против Китая, привели к тому, что тибетский язык вошел в обиход неистребленных китайцами жунов. Смешавшись, эти народы распались на несколько гибридных племен, из которых наибольшее значение для истории имели танчаны, дансяны, дибома в Сычуане и байлан. Впоследствии эти племена жундистского происхождения, слившись, образовали народность, называемую средневековыми тангутами. Несмотря на продолжительное общение с китайцами, они сохранили еще в III веке своих князей и свой быт. Хотя большинство их знало китайский язык, но у себя дома они пользовались языком ди. Наряды и обряды их были похожи и на китайские, и на тибетские, что указывает на тесную связь тангутов с обоими упомянутыми народами. Однако этническая самостоятельность их в III веке утеряна не была. Численность отдельных племен иногда превышала 10 тысяч человек. Не только по происхождению, но и по быту отличались друг от друга тибетцы, кяны и тангуты. Народы си-жун, в данном случае тибетцы, вместо одежд употребляют шкуры зверей, не имеют постоянных жилищ и ведут кочевой образ жизни, снискивая себе пропитание скотоводством. Определенных названий родам и поколениям не имеют. Имя отца или матери служит названием и роду их. Они разделяются на множество родов, не имеющих государя и не признающих единовластия, а живущих общинами. Народ чрезвычайно храбрый, умереть в сражении почитается у них счастьем, умереть от болезни несчастьем. Подобно животным, они крайне терпеливо переносят стужу. Даже женщины при родах не уклоняются от суровости климата. Танчанские тяны, в данном случае тангуты, составляют особый род. Они имеют постоянные жилища и живут домами. Избы их обтянуты полостями из буйволовой и овечьей шерсти черной. В их владении нет ни законов, ни службы, ни налогов. Только в военное время они собираются в одно место, а в прочее каждый занимается своим ремеслом и друг с другом сношений не имеют. Одежду шьют из мехов и шерстяных тканей. Пропитание получают от косматых буйволов, овец и свиней. По смерти отца, дядей и братьев берут за себя мачех, теток и невесток. Письма не имеют, а течение годов замечают по осенним и весенним переменам. По истечении каждых 3 лет бывает собрание, на котором бьют быков и баранов для жертвоприношения небу. Из дома князя Лянцзин происходят наследственно старейшины, а снискавшие приверженность знаменитых объявляют себя королями.
Тексты не нуждаются в комментариях. Почти ни один из обычаев не является общим. Различны и стадии общественного развития. У кянов родовой строй в расцвете, у жунов на исходе. Дальнейшая судьба их была также различна. Жуны, вобрав в себя тибетское племя дансянов и остатки южных хуннов, впоследствии образовали государство Сися, а потомки кянов сохранили свой быт и дикую волю до XIX века. Потомками кянов можно считать скорее нголоков в верховьях Желтой реки, чем тибетцев-ботов, отколовшихся от кянов в неопределенное время до новой эры. Боты, распространившись вверх по среднему течению Брахмапутры, вступили на путь создания классового государства, а кяны, потерпев ряд кровавых поражений, отступили в горы, откуда еще в 1899 году своими набегами устрашали соседей и ревниво оберегали свою независимость. По словам Петра Кузьмича Козлова, они заносчиво заявляют: «Нас, нголоков, нельзя сравнивать с прочими людьми. Вы, кого бы это из тибетцев ни касалось, подчиняетесь чужим законам, законам Далай-ламы, Китая и каждого своего маленького начальника. Вы боитесь всего. Не только вы, но ваши деды и прадеды были таковы. Мы же, нголоки, с незапамятных времен подчиняемся только собственным законам и побуждениям. Каждый нголок родится уже с сознанием своей свободы и с молоком матери познает свои законы, которые никогда не должны быть изменены. Каждый из нас чуть не рождается с оружием в руках. Наше племя одно из самых высоких, достойных в Тибете. И мы вправе с презрением смотреть не только на тибетцев, но даже и на китайцев». В этих словах жива этнопсихологическая структура древних кянов, толкавшая их на кровавые войны, в которых большая часть их погибла. Несмотря на все высокомерие, нголоки — реликт эпохи расцвета родового строя. Не кочевые племена, а оседлые земледельцы, осевшие на среднем течении великой реки Цангпо Брахмапутры, создали тибетскую культуру и государственность. Во время правления Пуде-Кунге, которое датировать не удалось, в Тибете возникли земледелие и ирригация. На плодородной почве речных долин произрастали пшеница, ячмень, гречиха и горох. Воду на поля отводили из горных речек каналами, около которых воздвигались каменные укрепленные поселения. К тому же неопределенному времени тибетские хроники относят начало металлургии. Выплавлялись 3 металла – серебро, медь и железо. Через реки перебрасывались мосты, и даже появилось ткачество на станке. Значительный подъем хозяйства датируется концом IV – началом V веков, когда была упорядочена ирригация. Широко практиковалась заготовка кормов для скота, используемого при пахоте, и были выведены новые породы мула и хайныка, помесь яка и коровы. Технический прогресс создал такое изобилие продуктов, что население Тибета быстро росло. К VII веку оно достигло 2860 тысяч человек, то есть предела, выше которого не поднималось вплоть до XX века. Больше при указанном уровне техники страна прокормить не могла. Естественно, прирост населения шел за счет земледельческих районов, и племена, поселившиеся в речных долинах, по бытовому укладу, обычаям и культуре, все больше отдалялись от своих кочевых собратьев.
Наконец они преобразились в народ, которому предстояло совершить великие дела. Начало истории. Долгое время тибетские племена жили родовым строем, не общаясь с внешним миром. Наконец внешний мир обратил на них внимание. С запада из Гилгита в Тибет вторглась черная вера Бон и овладела умами и душами, а с востока пришла сяньбийская дружина и покорила тела и сердца. Тогда Тибет изменил свой облик, и произошло это так. Некогда до появления буддизма в стране Шангшунг учитель Шенрап Мибо проповедовал новую религию. Главное божество мужского пола было им названо Всеблагой, а жена его выступала то как гневная славная царица трех миров, то как нежная великая мать милосердия и любви. Она была связана со стихией земли и в Западном Тибете называлась Земля-Мать. Это двуединое божество принимало кровавые жертвы, включая человеческие. Мир по представлениям этой религии состоит из трех сфер: небесной области богов, земной области людей и нижней водяных духов. Сквозь эти три вселенные прорастает мистическое мировое дерево, и оно является путем, по которому вселенные сносятся друг с другом. Общение осуществляется путем мистерий, совершаемых жрецами, принявшими посвящение. Жрецы, кроме того, гадают, колдуют и заклинают, вызывая болезни и непогоду. Все это требует высокой квалификации, и поэтому бонская религия тяжела для изучения. Священная книга Бон была написана Шенрап Мибо на языке тагзик и переведена на другие языки. Это весьма отдалило Бон от примитивных генотеистических культов, чуждых прозелитизму. Бон проповедовался и распространился, кроме Тибета, по склонам Гималаев и в юго-западном Китае. Можно думать, что не без его влияния сложились некоторые культы в Сибири, но это предмет специального исследования. В Тибете же эта религия стала господствующей и воинствующей, создав церковную организацию с соответствующей иерархией, клиром, организованным культом и тенденцией вмешиваться в государственные дела. Это краткое описание, отнюдь не претендующее на полноту, все-таки достаточно, чтобы сделать вывод о невозможности отождествления Бона и тунгусского шаманизма. Хотя в шаманизме есть учение о трех мирах, но отсутствует понятие о верховном божестве, о посвящении, о силе жертвоприношений. Там нет и принципиально не может быть клира и церковной организации, потому что шамана, по представлениям тунгусов, избирают духи, а не обучают люди. Наконец, в шаманизм не обращаются, и к помощи шамана при болезни может прибегнуть человек любой веры, как к врачу, тогда как Бон совмещает проповедь и исключительность, как всякая высокоразвитая религия и как любая воинствующая церковь. Время появления Бона в Тибете уходит в глубокую древность. Восторжествовал он не без борьбы и крови. Один из легендарных правителей Тибета, Трикум, в первой половине своей жизни был привержен к Бону, а во второй половине своей жизни приказал подавить Бон Юнгдрунг, одно из течений Бона, и разорвал головную нить Му, по которой возвращались на небо. Подданные и советник Лонгам убили его кинжалом. На место старых бонских жрецов, подавленных правителем, пришли новые – боны-могильщики. Итак, бонская церковь урвала себе долю власти у племенных вождей, постоянно предававшихся распрям. Хотя они прятались друг от друга в каменных замках,
число княжеств неуклонно сокращалось, так как князья энергично истребляли друг друга. В середине первого тысячелетия было 20 небольших княжеств, а немного спустя, в VI веке, уже только 17. И вот в богатую растущую, но разобщенную страну в 439 году вступила новая сила. В это время воинственные тобасцы создавали и расширяли свою империю Вэй, жестоко расправляясь с другими племенами, ранее их осевшими в Северном Китае. В 439 году они захватили Хэси и заставили бежать орду Ашина на север. Подобно Ашину, другой сяньбийский князек Фанни со своими соплеменниками отступил на юго-запад во внутренний Тибет. Опираясь на дисциплинированный и боеспособный отряд, приведенный из тех мест, где война не прекращалась ни на минуту, сяньбийский вождь привлек к себе цянов, то есть занял господствующее положение среди враждующих племен. Как водяные пары конденсируются вокруг летящей в воздухе пылинки и образуют дождевую каплю, так тибетские племенные вожди объединились вокруг сяньбийского атамана и его потомков, которые за 200 лет полностью отибетились и слились со своими подданными. С этого времени началось объединение Тибета, закончившееся около 607 года, после чего правитель Намри 570-620 годы смог приступить к внешним войнам. Но прежде чем обратиться к политике VII века, рассмотрим положение, создавшееся в Тибете после его объединения. Правители Тибета. Порядок, установившийся в Тибете к началу VII века, условно можно назвать ограниченной монархией. Но ведь также говорят и про Англию. Название иногда вводит в заблуждение, если оно не раскрыто и не пояснено. А потому приступим к описанию. Теоретически вся полнота власти в Тибете принадлежала правителю, потомку сяньбийских князей, носившему титул Ценпо. Формально ему помогал совет, укомплектованный чиновниками, назначаемыми и смещаемыми правителем. На самом деле совет держал в своих руках всю исполнительную власть, а фактически он выполнял волю племенных вождей, опиравшихся на своих вооруженных соплеменников, являвшихся единственной реальной силой в стране. Племенные вожди даже носили титулы или родственник по женской линии шанг, либо малые владыки-вассалы. Советники Лонпо назначались только из знати. Естественно, они проводили ту политику, которая определялась их воспитанием и связями, то есть защищали интересы аристократии. В этой ситуации положение Ценпо было очень сложным. С одной стороны, он получал свое место по наследству. В его казну поступали доходы с обширных земель, принадлежавших короне, налоги, дань с покоренных народов, выморочное имущество и имущество казненных преступников. Но его в любой момент могли отрешить от должности, и практически он не имел ни реальной опоры, ни действительной власти. Даже войско подчинялось не Ценпо, а специальному военному советнику. Бедному Ценпо оставался, по сути дела, только почет, и этим он напоминал эллинских басилевсов в те времена, когда разбогатевшая аристократия лишила их былой власти. Официально все тибетцы были подданными банг своего бессильного правителя, но они резко делились на 3 слоя: аристократы, свободные и лично зависимые, трен. Свободные мужчины все были обязаны служить в войске. Оно было организовано в 4 крыла ру и более мелкие подразделения.
Хотя это деление и не совпадало с племенным, но командные должности в них занимали племенные вожди и родственники по женской линии. Это весьма усиливало позиции аристократии и давало возможность расправляться с низшими слоями населения по своему усмотрению. Даже средневековые китайцы отмечают чрезмерную жестокость наказаний и бесконтрольность судей. В результате их деятельности в Тибете появились несвободные, то есть холопы. Холопы лишены свободы правящей властью в наказание за вредные мысли, гордость, необузданность. Их использовали на разных работах, иногда на казенных, иногда отдавая в услужение аристократам. Положение их было весьма незавидным. Аристократы за свою службу в качестве советников, чиновников нген, придворных кхапсо или военачальников получали земельные участки в условное владение. Эти участки, кхол-юл, буквально «земля за службу», можно было передавать по наследству, но нельзя было ни продать, ни обменять. Земля отбиралась в казну при нарушении лояльности по отношению к правителю или прекращении несения службы. Этот институт весьма напоминает бенефиций или поместье. Для содержания армии и чиновников требовались большие средства, которые собирались в виде подушного налога с населения, штрафов и дани с завоеванных земель. От уплаты налога освобождалось духовенство. Итак, Тибет в VII веке был уже настоящим государством, в котором патриархальные отношения начали перерождаться в феодальные. Но феодализм все еще был в зачатке. Гораздо большую роль играли именитые вотчинники, стремившиеся заменить монархию олигархией. Так в Риме в результате усиления аристократии царская власть сводилась к нулю, а затем просто упразднялась. То же происходило и в Финикии, и в эллинских полисах. Тибет стоял на том же пути. Вельможи и бонские жрецы крепко держали власть в своих руках, покоряя и ограбляя окрестные племена, так как только война кормила армию, и только армия обеспечивала их власть и благополучие. При Цен-по-Намри тибетские войска вторглись в Восточную и Центральную Индию и нанесли поражение тюркютам, видимо, добив несчастного Караджурина, после того, как он, брошенный своими восточными сородичами, попытался найти прибежище в Тогоне в 604 году. Но всякий успех имеет свою оборотную сторону. В армию и в страну влились новые солдаты и подданные. Они были согласны принять на себя долю военных тягот и государственных забот, но только за соответствующую долю благ. И тут они успеха не имели, ибо знать не склонна была делиться с побежденными. Антагонизм между аристократией и народом должен был возникнуть неминуемо, а тогда естественным вождем народа мог стать Ценпо, также утесненный знатью. Очевидно, не случайно был умерщвлен победоносный Намри, а при его сыне Сронцангампо подданные его отца возмутились, подданные матери восстали. Родственные Шангшунги, Джосумпа, Ньякньитакпа, Конгпо, Ньянпо все восстали. Это очень похоже на гражданскую войну, в которой принимали участие разные группировки и племена. Восстание все-таки потухло, и порядок был восстановлен, но умный и энергичный Сронцангамбо сделал выводы, весьма важные не только для него самого, но и для его подданных. Он обратил внимание на общину нищих бритоголовых монахов, проповедовавших странное учение о пустоте и неделании. И он не ошибся. Буддизм оказался силой, которая, утвердившись в Тибете,
превратила его потомков из ценпо в царей. Сила и слабость буддийской общины. Буддийские проповедники начали проникать в Срединную Азию уже в первые века новой эры, но в VII веке их энергия и настойчивость выдвинули их на первое место среди соперничавших в то время религиозных систем. Прежде чем говорить о роли и значении буддистов в эту эпоху, бросим беглый взгляд на характер самой буддийской общины и на те цели, которые она преследовала. Вообще в VI и особенно в VII веках буддизм проявлял исключительную активность в Китае, Тибете и Средней Азии, прокладывая себе путь не столько как религиозная идея, сколько как социальная и политическая группировка. Буддийская философская доктрина была слишком сложна для того, чтобы увлекать за собой массы, но буддийскую общину представляла группа людей решительных и энергичных, которая умела заставить считаться с собой. За время своего существования она трансформировалась до неузнаваемости. Первоначальный буддизм был одной из индийских философских школ с ярко выраженной атеистической окраской и никакого политического значения не имел. В I веке этот первоначальный буддизм был преобразован Нагарджуной, объявившим, что излагает более полное и совершенное учение Будды, добытое им у змей, которым Будда также проповедовал, и даже более пространно, чем людям. Философский смысл новой секты Махаяны заключался в учении о нирване, но важно другое. В новой секте центральное место вместо Архата и Будды занял Бодхисаттва, спаситель мира. В системе буддизма Бодхисаттва есть существо, достигшее степени совершенства Будды, но еще не ставшее Буддой, потому что призвание Бодхисаттвы — наставить страдающее человечество и помочь ему избавиться от мук. Будучи выше Архата, остающегося просто человеком, и ниже Будды, находящегося вне пределов досягаемости, Бодхисаттва, обладающий одновременно сверхчеловеческими качествами и доступностью, в глазах масс становится главным объектом почитания и поклонения, занимая место туземных богов, изгоняемых буддизмом. В системе буддизма мир делится на две неравные части – монахи буддийской общины и все остальные. Солью земли признаются только монахи, так как они стали на путь, выводящий их из мира суетного мира сансары, к вечной пустоте нирваны. Монахи не должны работать и вообще действовать, так как действие есть порождение страсти и ведет к греху. Кормить, одевать и защищать монахов обязаны миряне. Эта заслуга поможет им в следующем перевоплощении стать монахами и вступить на путь. Естественно, чрезмерное увеличение общины монахов противоречило ее интересам, так как если бы все стали монахами, то кормить их было бы некому. Но эта опасность не грозила индийскому буддизму. Ни брамины, гордые своими знаниями и привилегиями, ни раджи, увлеченные роскошью, войнами и почестями, ни крестьяне, кормящие свои семьи и возделывающие поля, не стремились бросить свои любимые занятия во имя пустоты, к которой должен стремиться буддийский монах. В буддийскую общину шли люди неудовлетворенных страстей, не нашедшие себе места в жизни и применения своей деятельной природе. Став буддистами, они отвергали жизнь, обидевшую их, и страсти, обманувшие их. Во имя провозглашенной пассивности они развивали бешеную активность, и, наконец, в этой роли они нашли себе применение. Чандрагупта, враг греков, основатель династии Маурья, несмотря на принадлежность к низшей касте шудра, выдвинулся в 313-314 годах благодаря военным талантам.
Основанная им военная деспотия утвердилась в Северной Индии, но жестокий режим разочаровал массы народа, выдвинувшие Маурья. Внук Чандрагупты Ашока понимал, что на копьях трон держаться долго не может. Военной деспотии противостояли сепаратистские тенденции местных раджей из кшатриев и браминов в Бенгалии и племенных вождей в северо-западной Индии. Для борьбы с ними ему нужно было мощное идеологическое оружие, и таковым оказалось буддийское учение, отрицающее касты, роды и народы. Буддийская община охотно пошла на сближение с деспотом, обеспечившим ей покровительство. После гибели династии Маурья на буддизм были гонения, продолжавшиеся до тех пор, пока царь индоскифов Канишка, бывший в Индии чужеземцем и, подобно Ашоке, державшийся на копьях своих соплеменников, не усмотрел в буддийских монахов своих возможных союзников в борьбе с покоренными индусами. Снова буддийские монахи были осыпаны милостями до тех пор, пока держава кушанов не пала. Третий расцвет буддизм переживал при Харшевардане, завоевавшем почти всю Северную Индию и в VII веке до нашей эры создавшем эфемерную военную державу. Резкие перемены в положении буддизма в Индии способствовали его распространению за пределами этой страны. Во времени процветания буддизм распространился в областях, зависевших от индийских или индоскифских царей. В период гонений монахи разносили желтую веру в те места, где они могли быть в безопасности. В первые века нашей эры буддисты проникают в Китай. В 350 году буддизм утверждается в Непале. Несколько раньше он преодолевает горные проходы Гиндукуша и завоевывает себе место в верованиях жителей восточного Туркестана. Описание двух путешествий китайских буддистов Фасяна и Сюанзана представляют восточный Туркестан чисто буддийской страной, что, конечно, грешит некоторым преувеличением, так как оба эти паломника интересовались только буддизмом и не описывали иных верований, как не стоящих внимания. Проникновение это было постепенным и происходило в несколько приемов, что видно из того, что древняя Хинаяна господствовала в Кашгаре, Гума, Куче, Харашаре, Гаочане и Шаньшане, тогда как Махаяна укрепилась в Хотане и Гебаньдао Ташкурган, то есть в областях, непосредственно граничивших с Тибетом, и в Китае. Необходимо отметить, что в V-VI веках буддизм в Китае был инородным телом. Нищие бритоголовые буддийские монахи бикшу со своей проповедью отрешенности от мира, безбрачия и устремления в потусторонность были глубоко противны трезвому и рационалистическому практицизму конфуцианских грамотеев. Буддийская проповедь казалась им бессмысленным бредом, способным потрясти основы государства, основанного на принципе власти, собственности и семьи. Поэтому буддийские монахи искали другие объекты для пропаганды и нашли их среди варварских вождей, поселившихся в Северном Китае в IV веке, и народа, склонного к суевериям и нуждающегося в утешении. Но главными приверженцами буддизма оказались женщины, без различия сословий. Положение женщин в средневековом Китае было настолько тяжелым, что буддисты нашли в них благодарную паству. Даже воплощение бодхисаттвы милосердия Авалокитешвара в Китае выступает в женской ипостаси Гуань-инь, ибо по легенде бодхисаттва принял облик женщины, чтобы на себе испытать всю тяжесть женского бесправия. При содействии женщин на их деньги воздвигались великолепные храмы с тысячами монахов и библиотеками буддийско-китайской литературы.
В эпоху династии Тан переводами и переизданиями буддийских книг занимались больше, чем когда-либо в Китае. После же вступления на престол Гао Цзуна его министр-конфуцианец Фу И убедил императора созвать совет для обсуждения мер, которые следует принять в отношении буддизма. Предложение Фуи заключалось в том, чтобы принудить монахов и монахинь к бракосочетанию и деторождению. Те основания, говорил он, которые их склоняют к аскетической жизни, объясняются лишь их желанием избежать вклада в государственные доходы. То, что они говорят о судьбе человека, зависящей от воли Будды, глубоко ложно. Жизнь и смерть людей лежат во власти судьбы, которой не управляет никто. Воздаяние же за добродетель и порок лежит во власти государя, а богатство и бедность являются следствием наших собственных деяний. Буддизм привел общественную жизнь к вырождению, а его учение о перевоплощениях не имеет ничего общего с действительностью. Монахи являются ленивыми и бесполезными членами общества. На это ответил Сяо Ю, приверженец буддизма. Будда был мудрецом, а отзываясь дурно о мудреце, Фуи оказался виновным в тяжком преступлении. Его противник возразил, что верность присяге и сыновняя почтительность являются величайшими добродетелями, а монахи, отказываясь от почитания своего государя и своих родителей, оказывают им пренебрежение и равнодушие. И Сяо Ю, защищая их учение, сам оказался виновным наравне с ними. На это Сяо Ю сказал только, что ад создан для таких людей, как его хулитель. Сопротивлялись этой идейной заразе конфуцианские философы, военные и гражданские чиновники. Приход их к власти всегда сопровождался гонениями против буддизма. Следовательно, можно установить и обратную закономерность. Гонения на буддизм в средневековом Китае означали приход к власти военно-чиновной касты. Покровительство буддизму связано с господством придворной клики, состоящей из евнухов, женщин и монахов. Именно такую антитезу мы встречали в империях Бэйчжоу и Бэйци. Сама по себе буддийская община всегда была весьма деятельна, но цели ее не совпадали с целями светского государства, часто шли прямо вразрез с ними. И потому буддисты могли процветать лишь при бездарном и недальновидном государе. Отсюда вытекает, что процветание буддизма связано со слабостью светской власти, а со временем еще более ослабляет ее. При первых императорах династии Тан буддизм завоевал в Китае такое же господствующее положение, какое он имел во всей остальной Азии. Буддизм торжествовал от Самарканда и Пешавара на западе до Суматры и Явы на востоке. Проник даже в Дикий Тибет. Но особенно укрепился в Китае, хотя и претерпел значительные изменения. К этому времени относится китайская поговорка «буддист как династия Тан». Государи династии Тан видели в буддизме средство подчинения себе сверхъестественных сил и главным образом стремились найти эликсир бессмертия. Покровительствуя буддизму, они не забывали своей старой религии и весьма благосклонно относились к несторианам, время от времени проникавшим в Китай. Не меньший успех буддисты имели среди народных масс Китая, чему немало способствовало внешнее сходство их религии с даосизмом. Китайцы, удивленные этим сходством, были склонны считать Лао Цзы истинным предком буддизма. Буддийская община разрасталась и поглощала все большую долю государственных доходов, не давая взамен ничего.
Несомненно, что это обстоятельство сыграло свою роль в падении Великой империи Тан наряду с прочими, еще более существенными причинами. И если при Танской династии буддизм в Китае одержал полную победу, то в это же время в Тибете он встретил такое сопротивление, перед которым трижды отступал, и лишь на 4-й раз, уже в XI веке, достиг уверенных, твердых успехов. В Тибете противником буддизма желтой веры были аристократия и черная вера, или религия Бон, а союзником и покровителем монархическая власть. Устрашающие формы мистерий черной веры довели сознанию горцев, веривших, что мир населен сонмом злых духов, спасти от которых может только вмешательство колдунов. До сих пор население восточных Гималаев, юго-восточного Тибета и инородцы Юньнани и Сычуани почитают грозного духа Лепчу, которого даже буддисты считают более сильным, чем сам Будда. Социальная значимость религии Бон в тибетском обществе ясна. Колдуны вместе со знатью так ограничивали власть царя, что она превращалась в фикцию. Это была борьба знати против трона. Для царя не оказывалось подходящего занятия. Народные массы стали послушным войском в руках совета вельмож. Вельможи и жрецы прочно держали власть в своих руках, подчиняя все новые и новые племена цянов и дардов, так как только война кормила армию, и только армия держала их на поверхности. К середине VII века империя охватывала весь Тибет, Непал, Бутан, Ассам и соприкоснулась с Китайской империей. Учреждение монархии. В отличие от своих предков, Сронцзян Гамбо нашел способ избавиться от досадной опеки своих несговорчивых вельмож. 8 из них он убил собственной рукой, когда они начали ему противоречить. Но справиться с колдунами ему было не под силу. Для этого нужна была посторонняя помощь, и он обрел ее в лице буддийских монахов, явившихся в свите царевн из Непала и Китая. В лице буддийских монахов Сронцзян Гамбо получил то, что ему было нужно. Эти люди не боялись духов, значит, они были сильнее их. Они принесли исписанные свитки с заклинаниями, более действенными, чем ночные вещания бонских колдунов. Эти монахи были в чести у китайского императора, всемогущего Тайцзуна, и у индийского победоносного царя Харшеварданы, самодержавных государей, не зависящих от своих подданных. Сронцзян Гамбо решил, что он заполучил средства уподобиться этим царям, и весьма дешево, так как монахи-аскеты не требовали особых расходов на содержание. Как люди бывалые и образованные, они могли быть использованы для нужд вновь возникшей военной деспотии, а с крамольными вельможами они не были связаны и вполне зависели от царской милости. По сути дела, обращение Ценпо в буддизм было монархическим переворотом. Возможности для столь решительных действий были предоставлены Сронцзян Гамбо самой аристократией, где, как и во всякой олигархии, влиятельные роды боролись за власть. При вступлении Сронцзян Гамбо на престол великим советником, то есть главой правительства, премьер-министром, был вельможа Пунгсе из рода Кхюнгпо. Силу его влияния на Ценпо достаточно подтверждает тот факт, что завоеванная им область Цангбет была пожалована ему в дар, то есть он завоевал страну с населением в 20 тысяч семей для себя, а не для государства. Однако ему приходилось все время бороться с интригами своих соперников. В конце концов, по доносу вельможи из рода Гар,
он был обвинен в заговоре и обезглавлен, а власть захватил род Гар. На фоне такого ожесточения и беспринципности Сронцангамбо удалось захватить инициативу. В 639 году он перенес столицу на новое место и основал прекрасный город Лхасу, которая стала цитаделью нового порядка. Всякое сопротивление подавлялось беспощадно. Вырванные глаза, отрезанные головы, конечности и другие части тела людей беспрерывно появлялись у подножья железного холма в Лхасе. И вот в эту новую страну, переживавшую жестокое время, в свите китайской и непальской принцесс появились новые советники царя. Это были люди умные, образованные, искушенные в политике, дипломаты и психологи. Сронцангамбо получил опору, без которой новый строй удержаться не мог. Обращение Ценпо означало мир и союз с Китаем и Непалом. Во внутренней политике оно ознаменовалось глубокими реформами. Были посланы 2 посольства в Индию за священными книгами, из которых одно пропало без вести, а второе, руководимое Тонми Сампхотой, вернулось в 632 году с рукописями и выработанным алфавитом, после чего начался интенсивный перевод буддийских книг на тибетский язык. В Лхасе были построены великолепные храмы, но не возникло ни одного монастыря, потому что буддистами были только иностранцы, а тибетцы, занятые повседневной жизнью, стремились не к нирване, а к благополучию на этом свете. Желая приохотить своих подданных к мирной жизни, Сронцангамбо испросил в Китае шелковичных червей для развода и мастеров для выделывания вина и для строительства мельниц. Однако бонская оппозиция не дремала. Подданные начали поносить царя. Царь слышал, но тем не менее предписал религиозный закон для соблюдения 10 добрых дел. Недовольство вельмож вполне понятно, но недовольство народа следует объяснить. Действительно, буддийские монахи сами по себе стоили недорого, но для соблюдения культа нужно было воздвигать кумирни, отливать изображения бодхисаттв, покупать и привозить издалека рукописи и иконы. Все это ложилось на плечи податного населения. Вместо походов, приносивших добычу и славу, предлагалось сидеть в пещерах на постной пище и спасать душу, губя тело. Не могло нравиться тибетцам и то, что царь окружил себя ламами, прибывшими не только из Индии, с которой войны в ту пору не было, но и из Хотана и Китая. Поэтому неудивительно, что тибетцы отнеслись к новой вере без малейшего энтузиазма. Вероятно, сопротивление слишком крутому и набожному царю вызвало осложнения, которые привели к отрешению Сронцангамбо от престола. 5 лет на престоле сидел сын реформатора, Гунри Гунсан, пока не умер по невыясненным причинам. Сронцангамбо опять вернулся к власти и правил, впрочем, весьма неспокойно до 650 года, когда он не то умер, не то был снова отрешен. Но так или иначе на престоле оказался его внук Манро Манцан, 13-летний мальчик, которого китайские хронисты, вообще довольно осведомленные, называют безымянный. Можно представить, как мало значил этот ребенок на престоле. Даже эти смутные и отрывочные сведения показывают, сколь напряженной была борьба за власть. Победа осталась за знатью и жречеством. Хозяином положения сделался великий советник Дон Цан из рода Гар, не знавший грамоты, то есть не читавший религиозной литературы. Зато он охранял все уделы Тибета, внешняя политика которого потекла по старому руслу.
Война за Тогон. Самой острой проблемой, стоявшей перед Тибетом, были отношения с империей Тан. Интересы обеих великих держав были прямо противоположны. Необходимо учесть, что Тибет в VII веке был заперт со всех сторон. На западе стояли непокоренные дарды. Индию защищали не столько Гималаи, сколько климат, убийственный для жителей суровых Нагорий. На севере лежала непроходимая пустыня, а на востоке – самая мощная мировая военная держава – Танский Китай. Единственный выход был на северо-восток, через Амдо в Ганьсу и на просторы степей Хэси и западного края Синьцзян. Но этот выход преграждало Тогонское царство, хотя и ослабевшее, но усиленное покровительством Китая. Если для Тибета было необходимо овладеть Тогоном, то для Китая было не менее необходимо не допустить этого. Победа над тюркютами, доставшаяся недешево, могла быть сведена на нет при появлении в степи какого-либо антикитайского центра притяжения, так как кочевники бредили восстанием и независимостью. Вырвавшись в степь, тибетцы могли перерезать китайские коммуникации и, опираясь на мятежные элементы среди тюркских племен, загнать китайцев обратно за Великую Стену. Поэтому китайцы оказывали всемерную помощь Тогону, несмотря на то, что это повлекло за собой войну. А в самом Тогоне союз с Китаем был крайне непопулярен. Многолетние войны с Джоуским, Суйским и, наконец, Танским Китаем не могли пройти бесследно. На тогонские набеги китайцы отвечали губительными вторжениями, наводняя Амдо тюркютами, уйгурами и другими союзными войсками. Конечная победа осталась за Китаем, но ставленник Тайцзуна, окитаянный царевич Муюншунь, несмотря на китайскую поддержку, был убит своими подданными. Тайцзун водворил на ханский престол сына убитого Муюншуня, малолетнего Нохэбо, вполне преданного Китаю. Нохэбо ввел в Тогоне китайский календарь, женился на китайской царевне и посылал молодых тогонцев в Чаньнань служить при дворе. Естественно, что возникшая оппозиция ориентировалась на Тибет, но заговор 641 года был раскрыт и ликвидирован. Твердая политика Тайцзуна и крутой поворот тибетской ориентации при Сронцзангамбо на некоторое время обезопасили Тогон, но когда Донсан возобновил наступление на восток, а недальновидный Гао Цзун отказал Нохэбо в немедленной помощи, участь Тогона была решена. Тогонский вельможа Содохуй бежал в Тибет и сообщил Донсану о решении Гао Цзуна. Донсан немедленно начал войну и в 663 году наголову разбил тогонцев при верховьях Желтой реки. Нохэбо с царевной и несколькими тысячами кибиток бежал в Ляньчжоу под защиту Китая. Гао Цзун спохватился и отправил в Тогон войско, поставив во главе его Су Динфана, героя западного похода против последних непокоренных тюркютов, но было поздно. Трудно было представить менее удачное стечение обстоятельств для империи Тан. Осторожный Донсан пытался договориться с Гао Цзуном, но его предложения о разделе Тогона были отвергнуты. Донсан умер, оставив 4 сыновей, по способностям не уступавших отцу. Старший Цинь-Лин стал великим советником, а младшие возглавили войска, и война началась. Имперское правительство оказалось в крайне затруднительном положении, так как лучшие войска были заняты в Корее, завоевание которой было закончено только в 668 году.
За это время тибетцы разбили 12 китайских областей, населенных кянами, и усилили свое войско за счет присоединенных дансянов Тангуты и хоров Тагонцы. Около 670 года тибетская армия ворвалась в бассейн Тарима и, опираясь на сочувствие тюркютов и союз с Хотаном, разрушила стены Кучи, вследствие чего весь западный край, кроме Сиджоу-Турфана, оказался во власти тибетцев. Стремясь вернуть утраченное, китайцы двинули на Тибет большое войско, но при Бухайн-Голе были на голову разбиты. Китайский военачальник Се Жиньгуй заключил мир с тибетцами и только на этом условии получил возможность отступить в 670 году. Другое войско, посланное против тибетцев, вернулось с дороги из-за его смерти, и на этом закончился первый этап войны. Тибетцы дважды предлагали империи Тан мир – в 672 и в 675 годах, но Гао Цзун отверг эти предложения, и в 676 году война возобновилась. Тибето-китайская война за западный край. Активизация антикитайских настроений среди западных и восточных тюрок в 679 году была связана с перипетиями Тибето-китайской войны, достигшей в это время своего кульминационного пункта. Китайское правительство великолепно понимало, что в степи не будет порядка до тех пор, пока тибетцы не будут снова загнаны в горы. Для этой цели была направлена огромная армия, 180 тысяч человек, и во главе ее поставлен государственный секретарь Ли Цзиньсюань, образованный и хитрый китаец, но не обладавший никакими военными талантами. Китайский хронист даже приписывает главную роль в этом назначении злой воле соперника Ли Цзиньсюаня Се Жиньгуя, желавшего обречь конкурента на поражение и царскую опалу. Вначале китайцы имели успех, но около озера Кукунор были окружены тибетцами. Китайский авангард, оторвавшийся от основной массы войск, был истреблен, а сама армия прижата к горам и блокирована. От гибели китайцев спасла только смелая ночная атака Хэчичанджи, корейца по происхождению. Это был атлет высокого роста и неудержимой храбрости, один из тех илохэ-удальцов, которых привлекал и лелеял Тайцзун. Во главе 500 отборных бойцов он вклинился в тибетский лагерь, поднял среди врагов панику и пробил брешь в блокаде, через которую бежали остатки недавно грозной армии. Гао Цзун в отчаянии созвал совет, чтобы решить, что делать с тибетцами. Но мнения придворных разделились, и совет никаких решений не принял. Тибетская угроза нависла уже над самим Китаем. В том же 679 году умер Манромансан Безымянный, и на престол был возведен его 8-летний сын Дуцрон, при котором Цинлин с братьями сохранили всю полноту власти. В 680 году тибетцы вторглись в Китай и нанесли совершенное поражение Ли Цзиньсюаню. Но Хэчитанджи с 3000 отборной врубающейся конницы Тхуки ночью напал на тибетский лагерь и принудил тибетцев к отступлению. Назначенный после этой победы начальником пограничной линии Хэчичанджи построил на границе 70 сигнальных пунктов и завел казенные поля для снабжения пограничных войск хлебом. Но, несмотря на это, тибетцы с помощью пограничных кянов, прорвав линию обороны, вошли в Юньнань и подчинили лесные полудикие племена, известные под названием Маней. В следующем году, 681 год,
тибетский полководец Цзанбу, брат Цинлина, попытался прорваться во внутренний Китай. Хотя он был отражен Хачичанджи, но это был успех в обороне, который не вывел китайцев из положения, становившегося катастрофичным. Оно еще более ухудшилось в 689 году, когда китайские войска, находившиеся в западном крае, были разбиты тибетцами. Китайское правительство впало в панику и готово было отказаться от западного края. Но историограф Цуй Юн представил доклад, в котором доказывал необходимость во что бы то ни стало удержать западные владения, так как в старое время сим отсекли правую руку у хуннов. Если не содержать гарнизонов в 4 инспекциях, то туфаньские тибетские войска не преминут посетить западный край. А когда будет потрясен западный край, то трепет прострется и на южных цянов. Когда же они приступят к союзу с ними, то Хэси придет в неизбежную опасность. Если север будет смежен с туфаньцами, то 10 колен, западные тюрки и восточный Туркестан погибнут для нас. Представление подействовало. Была снаряжена новая армия, пополненная западными тюрками, и в 692 году она одержала полную победу и освободила западный край от тибетцев. В это же время кяны и мани, очевидно разочаровавшись в тибетцах, вернулись в подданство Китая. Некоторых тибетцы успели захватить, но спасшиеся, получив земли внутри Китая, усилили оборону западной границы. Попытка тибетцев восстановить свое господство на западе при помощи тюркского царевича Ашина Суйцзы также не имела успеха, а набег, произведенный братьями Цинлина, кончился поражением в 695 году. Но Цинлин был упорен. В 696 году он обрушился на Ляньчжоу и, одержав полную победу, прислал посла с мирными предложениями. Цинлин предложил императорскому правительству вывести гарнизоны из 4 инспекций и уступить Тибету область Нушиби, Тяньшань, с тем, чтобы за империей оставалась область Дулу, Семиречье. Китайцы требовали еще возвращения бывшей Тогонской территории, но, учитывая внутреннее положение Тибета, сознательно затянули переговоры. Расчет оказался справедливым. Интриги и государственный переворот в Тибете еще раз спасли империю Тан. Переворот в Тибете. Затянувшаяся война с переменным успехом истомила равно Тибет и Китай. Но проявлялось это утомление в обоих государствах по-разному. Китайское общественное мнение было вообще против войны за заграничные владения, которые нужны были не народу, а имперскому правительству, в то время терявшему популярность. Китайцы хотели спокойно заниматься земледелием, ремеслами и изучением классической литературы, а не ходить в далекие походы по сухим степям и заснеженным горам. Имперское правительство было озабочено обилием врагов. Арабы угрожали среднеазиатским владениям. Тюрки захватили весь север. Мукри и Кидани на востоке волновались. Войска были нужны всюду, а пополнение приходилось посылать против Тибета только для того, чтобы удержать свои позиции. Поэтому имперское правительство тоже хотело мира. Внутри Тибета также не было единства. Хотя ежегодно с границ в страну привозилась добыча, но львиная доля ее доставалась семье Гар, то есть родственникам Цинлина. Как это обычно бывает, симпатии противников правительствующего рода обратились к лишенному власти Ценпо,
занимавшему в то время престол. Дуцрону исполнилось 25 лет. Согласно дуньхуаньской хронике, он имел ясный ум и жестоко карал изменников. Его поддерживали, кроме собственно тибетцев, храбрые непальские горцы и воинственные западные тюркюты, спасшиеся в Тибете от репрессий империи Тан. Цинлин сделал ошибку, допустив имперские посольства в Тибет. Опытные китайские дипломаты, ведя с правителем Иценпо переговоры о мире, посулами и подарками стимулировали заговор, во главе которого встал сам Ценпо. Борьба началась в 695 году, когда Дуцрон казнил одного из членов семьи Гар. Сразу вслед за казнью Ценмо, жена Ценпо, созвала множество людей, очевидно своих родственников, чтобы обезопасить престол от действий армии, подчинявшейся семье Гар. В 699 году заговорщики под предлогом облавной охоты собрали воинов и, захватив более 4000 сторонников правительства, перебили их. Затем Дуцрон вызвал правителя из армии в столицу. Но тот, зная, что ему грозит верная смерть, поднял восстание, надеясь на верность своих войск. Но воины рассеялись, покинув своего полководца ради своего царя Ценпо. Видя безнадежность положения, Цинлин покончил с собой, и вместе с ним расстались с жизнью около 100 верных ему сподвижников. Те же, которые предпочли остаться живыми, вместе с сыном Цинлина перешли на сторону империи Тан. Их приняли с почетом и зачислили в пограничные войска, так как их возвращение в Тибет было исключено. Положение изменилось диаметрально. Тибет лишился опытных полководцев и лучших войск. Китай приобрел 8000 закаленных воинов. Естественно, что имперское правительство прервало мирные переговоры с Тибетом, и война возобновилась на всех фронтах. Теперь перевес был определенно на стороне империи. Китайцы сами приписывали свои успехи неопытности новых тибетских полководцев. Набеги 700 и 702 годов были отражены с большими потерями для тибетцев. Просьба Дуцрона о мире и браке с китайской царевной была подкреплена данью золотом и лошадьми, но результатов не дала. Китайские дипломаты, проникавшие в Тибет, несмотря на пограничную войну, информировали свое правительство о новых затруднениях на пути Ценпо Дуцрона. Зависимые государства на южной границе, Непал, Индия и другие, все восстали. Дуцрон погиб в походе против индусов в 703 году. Победа осталась за империей, но она запоздала. Тибето-китайской войной воспользовались покоренные в 630 году тюрки, среди которых 50 лет зрело недовольство, повлекшее взрыв страстей и кровопролитие. После гибели Ценпо опять вспыхнули восстания племен и распри вельмож, а брат Дуцрона потерял престол Непала. Но уже к 705 году знатные семьи Ба и Дро восстановили порядок, и тибетский посол, прибывший в Китай, сообщил о вступлении на престол нового Ценпо – Мэагцома. При нем буддисты сохранили свои позиции. Продолжались строительство храмов, переводы священных книг и приглашение индийских ученых. Буддизм и Бон пытались привыкнуть к сосуществованию. Тибето-китайская война. Восставшие в 689 году тюрки связали большую часть сил китайской армии, и это дало возможность тибетцам вернуться к активной внешней политике. Для начала они завоевали дартские княжества Западного Тибета,
и в 715 году ворвались в Фергану, где их никто не ждал. Закрепиться там им не удалось, но, владея горными районами, они представляли постоянную угрозу для китайских гарнизонов западного края. На восточной границе Тибет вел с переменным успехом время от времени затихавшую, но не прекращавшуюся войну с основными силами Китая. На равнине имела перевес регулярная конница империи Тан, в горах тибетские войска. Это положение продолжалось до 755 года, когда мятеж полководца Ань-Лушаня заставил китайское правительство не только снять войска с тибетской границы, но и принять помощь Тибета для подавления восстания. Тибетцы воспользовались этим и захватили западные области Китая, а в 763 году разграбили китайскую столицу Чаньнань. После этого Тибет превратился в мировую империю, способную оспаривать гегемонию в Срединной Азии у Китая и арабского халифата. Нетрудно заметить, что не буддисты, а сторонники культа Бон сражались в рядах тибетской армии. При заключении перемирий и договоров в жертву приносились лошади и быки или собаки, свиньи и овцы. Аурел Стейн обнаружил неподалеку от Лобнора, на левом берегу Хатан-Дарьи в Миране, тибетские документы, относящиеся к VIII или началу IX века. Они отнюдь не буддийского направления, о чем свидетельствуют следующие факты. А. Тибетские имена по написанию в большинстве своем не буддийские и не употребляются ныне. Б. Некоторые титулы восходят к добуддийским сагам. В. Свастика имеет бонскую форму. Г. Не встречаются термин лама и молитва Ом Мани Падме Хум. Кроме того, язык и стилистические особенности документов весьма отличны от языка и стиля буддийской литературы. Черная вера вернула позиции, временно утраченные при Сронцангамбо. Итак, создалось в высшей степени двусмысленное положение. Победоносная армия, опиравшаяся на широкие слои народа и древнюю религию Бон, оказалась в оппозиции к престолу, потому что монарх и окружавшая его кучка иноземных интеллектуалов-буддистов стремились к миру, ибо только мир с соседями мог спасти их от собственного войска. Но аристократы и бонские жрецы, имея в руках реальную военную силу, не могли ее использовать, так как их собственный авторитет основывался на соблюдении и сохранении традиций, а именно на традиции держалась и власть Ценпо, который благодаря этому был при всем своем бессилии неуязвим. Обе стороны искали средств для закрепления своего положения. Мэакцом попытался женить своего наследника на китайской принцессе, чтобы династическим браком укрепить престол. Царевич, поехавший встречать невесту при невыясненных обстоятельствах, погиб. Тогда Мэакцом сам женился на китаянке, которая родила ему сына. Сын был тут же украден и объявлен сыном тибетки, наложницы Ценпо. Царевича хотели воспитать в бонской вере и окончательно избавиться от буддизма. Но не дремали и буддисты, сумевшие объяснить ребенку, кто его мать, и внушить ему почтение к ее убеждениям. Такие формы приобретало осуществление буддизма и Бона, монархической и аристократической власти. Единственно только, что накал ненависти не дошел еще до такой степени, чтобы кровь потекла на тибетскую землю. Черное и желтое. Тибетский монарх был более могущественен и грозен за границами своей державы, нежели в своей собственной стране.
Покровительствуемая им буддийская желтая вера никак не могла снискать расположение его подданных. Мэакцом гостеприимно встречал среднеазиатских буддистов, бежавших от арабских сабель, китайских и хотанских монахов, несших в Тибет грамотность и проповедь человеколюбия. Но хотя Ценпо превозносил учение, тибетцы не принимали посвящения в монахи. Буддизм исповедовался лишь в западных областях страны, не населенных тибетцами. В центральном же Тибете не существовало ни одного монастыря, и как народ, так и царь были равно невежественны в законе Будды. Решающую роль в назревающем конфликте сыграло стихийное бедствие, эпидемия оспы. Жрецы не преминули приписать заразу чарам иноземцев и добились их изгнания из страны. В 755 году умер Ценпо Мэакцом, оставив престол малолетнему Тисронде Цану, и власть, до тех пор разделенная, целиком перешла в руки аристократии, иными словами поборников веры Бон. Правительство возглавили вельможи Мажан и Такра-Лукон, непримиримые враги буддизма. Царь, хотя сам был верующий, ничего не мог поделать, так как его министр был слишком могуществен, говорит тибетская хроника буддийского направления. Мажан выслал на родину китайских и непальских монахов, препятствовал распространению буддийской литературы и разрушил 2 храма, сооруженных в предыдущее царствование. Великая кумирня Лавран была превращена в бойню. Видимо, в это время совершалась реформа Бона, который был преобразован по образу и подобию буддизма. Выходцы из припамирских стран, призванные на место китайцев, хотанцев и индусов, составили канон из 2 разделов. В одном было 140, а в другом 160 томов. Проведенной реформой Бон настолько укрепил свое положение, что сам Тисронде Цан в одном из указов признал полное поражение буддизма. Даже политические противники Мажана, тибетские сановники, соперничавшие с ним в борьбе за власть и поэтому поддерживавшие царя и буддизм, оказались бессильными перед союзом аристократии и Черной Церкви. Монарх оказал помощь своим сторонникам лишь тем, что выслал их на окраину Тибета, где Мажан не мог убить их. Расправа. Мажан допустил только одну ошибку. Он счел дело буддизма безнадежным, тогда как безнадежных положений в истории не бывает. Его враги, лишенные власти и реальной силы, обратились к тактике придворного заговора. Это были люди смелые, и убить человека им ничего не стоило. Но буддийское учение категорически запрещает убийство. Нарушив религиозный запрет, заговорщики скомпрометировали бы свою доктрину и тем самым обрекли бы свое дело на провал. Но они нашли выход. Заманив Мажана в подземную гробницу-пещеру, они закрыли выход из нее. При этом, полагали они, Мажана никто не убивал, он сам умер. Надо думать, что такой софизм не мог убедить никого, кроме самих убийц. Поэтому для народа была придумана версия, что министр услышал божественный голос, приказывающий ему войти в гробницу, чтобы оберегать царя от несчастий, а дверь замкнулась сама. Затем была сочинена легенда, объясняющая все происшедшее как цепь закономерностей, которая возникла еще в предыдущих существованиях и перевоплощениях. Очевидно, в народе антибуддийская политика была популярна, и скрыть преступление было необходимо. Но, тем не менее, переворот удался. Друзья Мажана были отправлены в ссылку в пустыне Северного Тибета, а буддийские проповедники возвращены в столицу.
Царь взял власть в свои руки, и снова начался расцвет буддизма в Тибете. Снова открылись кумирни. На площади Лхасы был устроен диспут между сторонниками культа Бон и буддизма, причем последние, конечно, победили, но обошлись с побежденными милостиво. Сожжена была лишь часть священных книг древней религии, а другая часть принята буддистами. Однако соглашение с народом, достигнутое новым тибетским царем, было неполным. Сторонники погребенного заживо министра в 754 году предпочли перейти со всеми своими родичами на сторону Китая, где они были обласканы и даже получили императорскую фамилию Ли, что было высшей честью. Перешедших было немало, и это могло бы очень повлиять на ход событий, если бы в самом Китае все продолжало оставаться по-прежнему. Но кризис в Китае разразился раньше, чем в Тибете. Это было восстание Ань-Лушаня. Ламаизм и его основатель. Внутренняя политика Тесрон-де-Цана была направлена на укрепление страны. Ему, наконец, удалось притушить открытую религиозную борьбу между своими подданными. Начав с предательского убийства своего министра, Тесрон-де-Цан понял, что укрепить буддизм только насильственными мерами невозможно. Поэтому он позаботился о приглашении новых учителей из Индии. Призванный из Индии Шантаракшита оказался человеком скромным и совестливым. Он отказался соперничать с колдунами в заклинании демонов, так как считал задачей отшельника и учителя направлять свой дух на спасительные размышления. Зато другой учитель, Падмасамбхава, прибывший из буддийского университета Наланды, превзошел в искусстве магии самых сильных колдунов. Новое направление буддизма, основанное на применении магических формул и волшебства, получило название Тантраяны. Ученики Падмасамбхавы, одетые в красные плащи, отбросили строгие правила махаянического буддизма, аскетизм и мораль. Но их заклинания и фокусы производили на тибетцев гораздо большее впечатление, нежели самоуглубление и экстаз махаянистов. Поэтому на этот раз буддизм имел значительно больший успех. Тибетцы с увлечением смотрели на чудеса, показываемые приезжим индусам, и сами бонские колдуны были не прочь перенять у него неизвестные им приемы волшебства. Тем более, что для учеников Падмасамбхавы не был обязателен целибат. Падмасамбхава принес в Тибет новую веру не только по форме, но и по существу. Буддийской она была скорее по терминологии, чем по догматике и этике. Концепция Тантраяны сложилась в Удаяне, нынешнем Кафиристане, горной стране к западу от Кашмира. Удаяна издавна славилась своими чародеями, что отметил еще Сюаньцзан. Буддизм в ней слился с шиваизмом и культом Дакини, женских божеств, от которых Падмасамбхава, согласно его фантастической биографии, и получил свою колдовскую силу. Компромисс со служителями культа Бон позволил объединить обе системы, и новая концепция получила название ламаизма. Впрочем, это слово употребляется только в европейской научной терминологии и неизвестно в самом Тибете. Сами тибетцы считают свою веру настоящим буддизмом. Лишний пример того, как привычное слово обретает новое содержание. С реформы Тесрон-де-Цана ламаизм стал официальной идеологией Тибета. Для укрепления этого вероучения около 770 года невдалеке от Лхасы был построен монастырь Самье, ставший школой магии, а Тесрон-де-Цан был объявлен воплощением бодхисаттвы мудрости Манджушри.
Монархия становилась теократией, а царь превратился в божество, хранителя закона Дхармапала. Новая система встретила сопротивление с двух сторон. Во-первых, далеко не все сторонники Бона пошли на компромисс. Во-вторых, настоящие буддисты отказались признать учение Падмасамбхавы буддизмом. Споры и раздоры стимулировали изучение доктрины и переводы индийских сочинений на тибетский язык. Причем в последнем занятии одинаково усердствовали обе стороны. Сторонники черного, то есть непримиримого Бона, также включились в эту борьбу. Подстрекаемая ими одна из жен Тисрон-де-Цана, по происхождению тибетка, добилась ссылки юного, но ученого ламы-переводчика Вайрачаны, поступив так же, как супруга Пентифрия. Но после того, как ее постигла тяжелая болезнь, она смягчилась, и юный лама был возвращен из изгнания. Тем не менее, эта женщина в истории Тибета была объявлена воплощением Красной Дьяволицы, божество религии Бон. Эта по существу трехсторонняя война была результатом столкновения восточных и западных культурных влияний. Включение в тибетское царство Дардистана открыло в него доступ таким индусам, которых не знал Китай, хранивший отвергаемые в самой Индии принципы Махаяны. Сам Тисрон-де-Цан был сыном китаянки, но ему предстояло сделать выбор между Востоком и Западом, что также означало мир или войну с Китаем. Собор в Лхасе. Ожесточение, которое возникло во время долгой и трудной войны между тибетцами и китайцами, вынудило повелителя Тибета пересмотреть свое отношение к буддизму. Отказаться от покровительства этому учению он не мог и не хотел, но еще меньше его устраивало проникновение в Тибет китайцев, хотя бы в рубищах буддийских монахов. Однако отделаться от этих святых людей было непросто, и сами они старались не подать повода для изгнания. Тисрон-де-Цан нашел выход, устроив публичный диспут между буддийскими школами. Китайцы защищали Махаяну и принцип неделания. Индийский учитель Камалашила отстаивал теорию сарвастивадинов-хинаянистов и доказывал возможность спасения добрыми делами, то есть молитвами, сооружением кумирин, милостыней монахам, проповедью и тому подобное. На это вождь китайских буддистов Хэшан возражал: добрые и грешные деяния поистине подобны белым и черным облакам, которые одинаково закрывают небо. Освобождение от всяких мыслей, желаний и размышлений влечет за собою не ощущение реальности индивидуального бытия. Только так можно достичь нирваны. Решающим обстоятельством в этом диспуте явились не аргументы сторон и не сочувствие слушателей, а мнение монарха, которое было предвзятым. Еще до начала диспута Тисрон-де-Цан высказался так: «Я пригласил ученых из Индии, чтобы они переводили Трипитаку и объясняли бы ее, установили бы общину монахов и объединили веру в единую систему. Из Китая приехал Хэшан, учение которого не соответствует вере. Мы пригласили мудреца Камалашилу. Чтобы не было двух учителей для объединения учения Будды, мы устроим диспут. Я не буду вмешиваться». Этой репликой, независимо от того, насколько точно она передана, царь предрешил исход спора, а также раскрыл цель диспута – введение единомыслия в Тибете. И тем не менее диспут прошел далеко не в академических формах. Несколько сторонников Хэшана были так избиты камнями, что вскоре умерли. За это другие 4 китайца, посланные Хэшаном, убили учителя Камалашилу.
Даже обещания не вмешиваться тибетский монарх не сдержал, так как после диспута специальным указом была запрещена проповедь всех школ буддизма, кроме восторжествовавшей школы сарвастивадинов. Больше всех пострадали китайские монахи, которых не допустили до покаяния и пересмотра своих взглядов, а просто изгнали из Тибета. Можно думать, что все дело только для этого и было затеяно. Это событие чрезвычайно важно по своим последствиям. Теперь Тибет стал врагом не просто китайского правительства, а всей китайской культуры в любом ее проявлении. Отсюда становятся понятными невероятная ожесточенность и упорство обеих сторон, ибо исчезла платформа для возможной договоренности. Тесронде Цан считается продолжателем дела Сронцан Гамбо, но на самом деле он разрушитель его. Брак основателя тибетского буддизма с китаянкой повел к союзу с Китаем и походу на Индию. Полукитаец Тесронде Цан оперся на памирцев и индусов и ополчился против Китая. Несомненно, религиозные мероприятия в Тибете были тесно связаны с поворотами его внешней политики. Сочетание того и другого было причиной жестокой 70-летней войны, которую мы можем причислить к категории войн религиозных. Выслушаем и другую сторону. Согласно буддийской историографии, царствование Тесронде Цана было золотым веком. Урожаи были хорошие, население увеличивалось, враги были побеждены, законы, как светские, так и духовные, укреплены, и учение Будды распространялось, неся с собой высокую культуру. Была сделана даже попытка собрать хроники и, сверив их, создать достоверную историю. Главная роль в этих реформах приписывается индийским мудрецам Шантаракшите, Падмасамбхаве и Камалашиле, а их покровитель, царь, объявлен воплощением Манджушри, бодхисаттвы мудрости и просвещения. Но совершенно иначе трактует эпоху традиция отвергнутой религии Бон. Вторичное введение буддизма приписывается группе вельмож, уговоривших царя уподобиться царям Индии, которые, исповедуя буддизм, свободны от болезней, долговечны и обладают огромными богатствами. Тут мы видим истинную причину союза трона и буддийской общины. Царь Тесронде Цан, подобно Карлу I Стюарту, захотел избавиться от опеки своих подданных. Однако буддизм укрепился только в Среднем Тибете. Верхний Тибет оставался верен древнему вероучению, а в Нижнем исповедовали обе религии. После упомянутого выше диспута Тесронде Цан в законодательном порядке запретил религию Бон. Мотив этого закона совершенно ясен. Царь собрал шенпа-колдунов и сказал: «Вы, Бонпа, слишком могущественны, и я опасаюсь, что вы сделаете моих подданных мне неверными. Или обратитесь в буддизм и станьте монахами, или покиньте тибетское государство, или станьте служилыми людьми и платите налог». Жрецы приняли первое предложение, и многие из них стали монахами, скрыв в горных пещерах свои святыни и рукописи. Последнее обстоятельство показывает, насколько неискренне было их вынужденное обращение. Святыни и рукописи были спрятаны для того, чтобы Бон мог воскреснуть, когда царь, министры и буддийская община будут разорены, потому что запрещают религию Бон, когда царская семья пойдет собирать милостыню по деревням и выпрашивать у народа лохмотья, а учение Бон распространится во все концы света. Можно себе представить, какая мешанина взглядов стала царить в буддийской общине и насколько снизилась действенность организации после того, как она вобрала в себя своих заклятых врагов.
При этом надо учесть, что буддистами стали люди беспринципные, ничего не стесняющиеся, в то время как лучшая часть сторонников черной веры отказалась от компромисса и разбежалась по горам. Тисрон-де Цан оказался в плохом окружении. Бон сопротивлялся отчаянно. Стихийные бедствия, например, наводнение, поражение молнией царевича, болезнь царя и тому подобное, толковались в народе как наказание за вероотступничество. Царь был вынужден пойти на соглашение и выделить области, где исповедание религии Бон было разрешено. Вместе с тем армия по-прежнему придерживалась черной веры, и это вынудило Тисрон-де Цана к еще большим уступкам. Властитель сказал: «Чтобы мне самому удержаться, бонская религия нужна так же, как буддизм. Чтобы защищать подданных, обе необходимы. Чтобы обрести блаженство, обе необходимы. Ужасен Бон, почтенен буддизм. Поэтому я сохраню обе религии». Итак, призванием Бона стала защита жизни народа, разумеется, от внешних врагов, а задачей буддизма – достижение блаженства, то есть просвещение. Но к такому размежеванию функций пришли не сразу. При жизни Тисрон-де Цана было 3 периода гонений на Бон. Все эти краткие сухие сведения дают лишь слабое представление о накале страстей, разрывавших в то время Тибет. Зато как этот накал ощутим при описании дворцовой интриги, предшествовавшей смерти Тисрон-де Цана. Его супруга, тибетка, исповедовавшая Бон, была матерью 3 сыновей, но царь оставил ее ради наложниц, связанных с буддийской общиной. Покинутая царица пригласила 3 изгнанных колдунов и попросила их околдовать царя. Те потребовали его грязную нательную одежду, которую можно было достать, лишь сняв ее с тела. Царица поручила это дело своему 17-летнему сыну. Царь в это время был во дворце и развлекался со своими приближенными. Привратник отказался впустить царевича, но тот, сломав дверь и заколов привратника, предстал перед отцом и, ничего не скрывая, потребовал нательную рубаху, которую царь ему немедленно отдал. Можно представить себе, какой у принца был вид, если царь предпочел стать жертвой колдовства, чем разговаривать с собственным сыном и наследником, перешагнувшим через труп верного слуги. За защитой Тисрон-де Цан обратился к Падма-Самбхаве, и тот взялся за чары, но через 14 дней бонское колдовство одолело, в результате чего изгнанные жрецы были возвращены, а царь умер, вернувшись к Бону. По другим данным, Тисрон-де Цан не умер от колдовства, а отказался от престола в пользу своего сына. Возможно, в его отречении главную роль играла неизлечимая болезнь. Эта гипотеза примиряет обе версии. Но так или иначе, проводимая им политика религиозного компромисса потерпела полное поражение. Ревнивая царица попросту отравила своего мужа, но сын ее раскаялся в отцеубийстве и справедливо обвинил в нем свою мать. Дело в том, что он, несмотря на любовь к матери и соучастие в преступлении, был буддистом. Став царем и приняв имя Муни-Дзенбо в 797 году, он наслал на мать безумие, а это, по-видимому, означает, что своим обращением довел ее до сумасшествия. Тогда царица отравила и сына, а власть передала его младшему брату Джудзе-Дзенбо. Короткое царствование Муни-Дзенбо было ознаменовано 2 мероприятиями, которые весьма повлияли на дальнейший ход событий. Во-первых, он приглашал к себе буддистов-мирян из Индии и Китая и приказал почитать сутру Виная и Абхидхарма Трипитаку.
Это были классические буддийские трактаты, и у последователей Тантраяны появилось изрядное число соперников из числа хинаянистов и махаянистов, что не могло не внести раскол в лагерь буддизма. Государственное исповедание разбилось на ряд философских школ, которые ожесточенно полемизировали друг с другом. Во-вторых, он за 1,5 года трижды заставлял богатых делиться с голодающим населением. Это показывает, что процветание Тибета было весьма относительным. Войны и реформы изнурили народ. Но еще важнее, что Муни Цзэнбо объявил себя врагом богатых. Можно думать, что он готовил социальную реформу, которая не осуществилась вследствие цареубийства и дворцового переворота. В последнем были заинтересованы очень многие – богачи, вельможи, сторонники религии Бон, тантристы и вдовствующая царица, которая его отравила. Может быть, именно необходимость скрыть от народа намерения этого царя вызвала некоторую путаницу в хронологии и разноречие в источниках. У Шлагенвейта Муни Цзэнбо слился с его младшим братом Джудзе Цзэнбо в одно лицо, носящее имя Мукри Цзэнбо. Согласно синей тетради, царь Тисрон Децан умер в 780 году, но в танской истории указан 797 год. Запись Ладхасы упоминает царя Муни Цзэнбо, имя которого отсутствует в танской истории, но постоянно упоминается в тибетских хрониках. Синяя тетрадь сообщает, что царь Муни Цзэнбо правил с 780 по 797 год. Это кажется ошибкой, так как большинство тибетских хроник устанавливает, что этот царь был отравлен своей матерью после недолгого правления – 1 год и 7 месяцев или 3 года. Согласно хроникам, престол перешел в руки наследника Мутук Цзэнбо, младшего брата Муни Цзэнбо. По Бустону же Муни Цзэнбо наследовал его младший брат Крида Цзэнбо, также называемый Садналег. Доктор Петоч полагает, что Джудзи Цзэнбо синей тетради транскрибируется как Цзуджи Дзянь танской истории и отождествляет его с Муни Цзэнбо, годы правления которого таким образом падают на 797-804 годы. Юрий Николаевич Рерих считает вопрос открытым. Попробуем подойти к проблеме по-иному. В 797 году китайцы не могли знать подробностей внутренней истории Тибета, так как война была в разгаре. Поэтому краткое царствование Муни Цзэнбо не только могло, но и должно было ускользнуть от их внимания. Затем сопоставление дат синей тетради и китайской летописи показывает, что тибетцы потеряли из летоисчисления 1,5 или 2 года, то есть то самое время, которое приходится на царствование Муни Цзэнбо. Таким образом, можно найти место для его правления. 797-798 годы, что соответствует большинству хроник, и, сдвинув на эти 2 года хронологию синей тетради, привести ее в согласие с китайской хронологией, в данном случае верной. Эпоха мести. При Джудзе, он же Мутик-Цанбо, царствовавшем до 804 года, внутренние противоречия в Тибете не ослабели. Борьба придворных клик и интриги, ранее сдерживаемые железной рукой Тисрон Децана, начали оказывать отрицательное воздействие на армию. Один из тибетских военачальников, правнук китайского эмигранта, горько жаловался захваченному в плен китайскому офицеру, что он и хотел бы, да не может вернуться на родину своих предков. Другой военачальник, опасаясь, чтобы не обвинили его за неуспешные действия, покорился Китаю. Но это были только симптомы распада, а не сам распад.
Следующий царь Садналек 804-816 годы благополучно закончил войну, доведя дело до перемирия. У него от первой жены было 3 сына: Джангма, который пошел в монахи, Лангдарма, друг грехов и враг религии, и очень набожный Ралпачан. Так как Лангдарма вполне определенно тяготел к Бону, то его отстранили от престола, на который в 817 году вступил Ралпачан. Настала эпоха наступления буддизма на Бон и даже на тантризм, так как царя окружили индийские монахи-хинаянисты. Это была эпоха накопления заслуг. Дело в том, что хинаянисты рекомендовали медленный путь спасения через свершение добрых дел, в то время как махаянисты предпочитали быстрый путь, то есть аскезу и неделание. Для народа была выгоднее махаяна, так как отшельника, сидящего в пещере, прокормить легко, а плата же добрых дел, то есть строительство и украшение кумирин, переводов и переписки молитв и тому подобное, падала на плечи тяглового населения. При Ралпачане было построено множество монастырей, и буддизм превратился в дорогостоящую религию. Ламство приобрело характер организации, разделенной на 3 степени – послушников, созерцателей и совершенных, причем последние были причислены к высшему сословию. Каждый совершенный получил по 7 крепостных для содержания и услуг. Ламаистская организация была освобождена от повинностей, и ей был дарован свой собственный суд. Благодарные ламы объявили Ралпачана воплощением Ваджрапани, хозяина молний, инкорпорированного буддизмом древнего бога Индры. Совсем иначе относился к политике царя народ, строивший монастыри и кормивший множество иноземных лам. Хозяйство страны пришло в упадок, началось всеобщее обнищание и поднялся ропот. «Кто извлекает пользу из нашего обеднения и угнетения?» – спрашивали в народе. И презрительно указывая на лам, говорили: «Вот они». Царь издал указ: строго воспрещается презрительно смотреть на мое духовенство и указывать на него пальцами. Кто на будущее время позволит это себе, у того будут выколоты глаза и отсечен указательный палец. Но мало этого, буддисты-хинаянисты вполне последовательно со своей точки зрения решили делать добрые дела и в политической жизни Тибета. Уже при Тисрон-де-Цане буддийские монахи Йонг-Тен из рода Тренка и Тензин из рода Ньянг назначаются советниками, уполномоченными для составления великого указа, что по рангу было ниже малых владык, но выше великих советников. При Ралпачане буддисты сформировали свое правительство. Во главе его встал Йонг-Тен, получивший титул «Уполномоченный для составления великого указа», глава над внешними и внутренними делами, управляющий государством, великий монах, сиятельнейший Йонг-Тен. Это правительство вершило добрые дела невероятно круто. Воры, разбойники, обманщики, интриганы истреблялись. И те подданные, которые были враждебны учению или недовольны им, жестоко наказывались. Их имущество конфисковывалось, и они оказывались в глубокой нищете. От этих добрых дел страдали уже не только народные массы, но и аристократы, оттесненные от власти и ставшие жертвой любого доносчика, который мог почти искренне обвинить тибетского вельможу в том, что он больше любит свою жену, чем Будду. Но донос — явление обоюдоострое. Великий монах Йонг-Тен испытал это на себе. Он был оклеветан и казнен, а вслед за тем заговорщики задушили самого Ралпачана,
и возвели на престол в 839 году сторонника черной веры принца Лангдарму. Буддийское наступление на Тибет захлестнулось. Тем более важно, что Бон, добившись у Тесрон-Децана эдикта терпимости, сохранил свои позиции и при Ралпачане. На церемонии заключения мирного договора в 822 году обряд черной веры даже предшествовал буддийскому. Новый царь имел на своей стороне организованную партию, волю которой он охотно исполнял. Лангдарма. Первым актом нового царя была конфискация имущества монастырей, вследствие чего множество индусских ученых-буддистов немедленно покинуло Тибет. Но тибетским буддистам было некуда деться, и на них обрушились преследования, не уступающие по свирепости драгонадам Людовика XIV. По указу царя в надругательство над буддийским вероучением, воспрещающим убивать, половина монахов обязана была стать мясниками, а другая половина – охотниками. Отказавшиеся были обезглавлены. Буддийские книги и предметы искусства уничтожались. Запрещалось молиться, смыслом жизни были объявлены мирские блага. Но даже буддийский источник отмечает, что люди не жалели, что были попраны законы. Буддисты развили бешеную антиправительственную пропаганду. Лангдарму обличали за пьянство и даже за оригинальную прическу. Царь не заплетал косу, как было в то время принято, а собирал волосы на темени, и был пущен слух, что он скрывает рога, которые растут у него на голове и доказывают его демоническую природу. Называли его перерождением бешеного слона, укращенного Буддой. Эти разговоры не беспокоили царя, который полагал, что люди, отвращающиеся от убийства, для него безопасны. Однако один лама решился на то, чтобы пожертвовать своей душой ради общего спасения. Он оделся в плащ черный снаружи и белый внутри, и, спрятав под плащом лук и стрелу, явился на прием к царю. Черная одежда позволила ему пройти мимо стражи, которая приняла его за жреца. При первом поклоне он положил стрелу на лук. При втором натянул тетиву. При третьем выстрелил в царя. Возникшее замешательство позволило ему отбежать за ближайшее укрытие, где он вывернул одежду наизнанку и благодаря этому скрылся от преследования и бежал в Кхам. Там буддисты находили приют и защиту. Это было в 842 году. Крушение тибетской монархии. Короткое царствование Лангдармы было отмечено последним успехом тибетской внешней политики. В 839 году, то есть в год вступления на престол ставленника Бона, кыргызы, воевавшие с уйгурами, перешли в наступление и нанесли Уйгурии смертельный удар. Трудно предположить, что эти события не имели внутренней связи. В кыргызской надписи с Алтын-Келя сообщается, что герой Эрен-Улук ради доблести, то есть по военным делам, ходил к тибетскому хану послом и вернулся. Уйгурский народ был на краю гибели, и если бы смерть тибетского царя запоздала, то уйгуры исчезли бы с лица земли, как тюрки, на 100 лет раньше. Но тибетцы не смогли воспользоваться долгожданным успехом, так как внутренняя вражда превратилась в открытую войну. Это наиболее темный период истории Тибета, и тибетские источники, касаясь его, резко расходятся с китайскими. По тибетской хронике Одсрун, сын Лангдармы, вернулся к буддизму, так же, как и его наследник Делал Хронцан, при котором началось восстание и полное распадение державы.
По китайской истории на престол был возведен трехлетний племянник Лангдармы, и регеншей стала царица-мать, что и вызвало немедленную гражданскую войну. Однако при анализе событий видно, что тибетская версия дополняет и поясняет китайскую. После убийства Лангдармы правительство капитулировало перед буддийской общиной. Это вытекает из того, что противниками царицы-матери оказались правитель дел Гэдуно и полководец Шан Кунджо, ближайшие сотрудники Лангдармы, а их противник Шан Биби, известный своей книжной ученостью, был назначен военным губернатором самим Ралпачаном. Мало этого, Гэдуно, возражая против нового царя, заявил: «После покойного Гамбо Ценпо осталось много отроков, а на престол возвели сына Линьских, то есть из рода царицы. Кто из вельмож будет повиноваться ему? Кто из духов будет обонять жертвы его? Царство неизбежно погибнет». Ссылка на вельмож показывает социальную подоплеку протеста, а апелляция к духам — его идеологическую направленность. Восстание подняли сторонники аристократии и черной веры. Гэдуно был казнен, но Шан Кунджо поднял оружие, объявив себя мстителем за Лангдарму. В 843 году первые чины в государстве взбунтовались по причине несправедливого возведения Гамбо, Ценпо. Первые чины были ставленниками Лангдармы. Противник восставших Шан Биби, усыпив бдительность Шан Кунджо переговорами, нанес ему неожиданное чувствительное поражение, и гражданская война запылала. Вторая попытка наступления армии, состоявшей, как уже говорилось, из сторонников веры Бон, на хорошо организованное войско Шан Биби, предпринятое в 845 году, тоже кончилась неудачей. Только к 849 году Шан Биби был вытеснен из пределов, собственно, Тибета на северную сторону Наньшаня. Шан Кунджо, преследуя противника, опустошил всю страну от китайской границы до Карашара. Он пытался договориться с Китаем и получить от него согласие признать себя тибетским царем, но император отказал ему, после чего Шан Кунджо попытался собрать войска для войны с Китаем. Снабжение армии было организовано настолько плохо, что заставило тибетских воинов разбегаться из опустошенной страны, и армия Шан Кунджо растаяла. Китайцы воспользовались этим для того, чтобы оккупировать часть территории, отнятой от них тибетцами в предыдущих войнах. А в 851 году передался Китаю тибетский наместник области Хэси к северу от Наньшаня. В Дуньхуане с 847 года утвердились уйгуры, с которыми заключили союз сторонники Шан Биби. Шан Кунджо попытался восстановить власть Тибета в отпавших областях, но в 861 году был разбит сначала повстанцами, а потом уйгурским князем Бугудзюнем, и в последней битве потерял голову, которая была послана в Чаньнань. Тибетское царство перестало существовать. Наследник последнего тибетского царя бежал от узурпатора, имея всего 100 всадников. Весь Тибет был объят восстанием людей, одетых в хлопчатобумажные одежды, то есть бедняков. Терпя голод и лишения, царевич пробился в область Нгари, где приблизительно в 850-853 годах нашел приют и безопасность для себя и своих буддийских сторонников. В остальном Тибете дело буддизма было проиграно. Но не выиграл и Бон. Изгнание буддистов, то есть самой культурной силы внутри Тибета, столь отрицательно повлияло на состояние администрации, организацию народного хозяйства и даже на дисциплинированность армии, что трон пал.
а без поддержки власти организация Бона не могла существовать. Она превратилась в секту, то есть не связывала, а разъединяла страну. Тибет распался на свои составные части. Каждый замок, каждый монастырь, бонский или буддийский, огородились стенами. Каждое племя выставило на своих пастбищах дозоры, чтобы убивать чужаков. В потоках крови, проливаемой ежечасно, потонули остатки тибетской культуры, на возрождение которой понадобилось более 200 лет.